17 апреля 1938 года – одна из самых трагических дат в истории крымских татар. В этот день в Симферополе по приказу Сталина сотрудниками НКВД были расстреляны 36 выдающихся представителей крымско-татарской интеллигенции. Перед казнью чекисты провели издевательски формальное судебное заседание, длившееся не дольше 20 минут. Подготовка к расправе над интеллектуальной элитой крымских татар началась 2 годами ранее, с ареста писателя Джафера Гафарова. Следом задержали и начали пытать поэта Бекира Чабанзаде, чтобы он оклеветал как можно больше своих знакомых. Совсем скоро полуостров накрывает настоящая волна арестов, и вот на скамье подсудимых уже находится 41 обвиняемый в шпионаже. А на самом деле блестящие ученые, историки, философы, лингвисты и просто свободомыслящие граждане. К примеру, Усейн Баданинский, талантливый искусствовед, основатель и директор первого национального музея крымских татар Бахчисарайского дворца-музея. Или Осман Акчокраклы, историк, филолог, археолог, фольклорист и эпиграфист, интересовавшийся исключительно наукой. Также не было ни единой причины убивать поэта Абдулла Ляфитазаде, переводившего крымский язык с арабской на латинскую графику. Абдулла провинился лишь тем, что выражал любовь к крымским татарам, а значит, был ярым националистом. В 1937-38 годах за микроскопический по историческим меркам срок крымские татары потеряли весь цвет собственной интеллигенции. Масштабы той катастрофы невозможно измерить даже количеством погибших. Многие архивы тех времен все еще засекречены. Чем дальше в прошлом остается черная дата 17 апреля 1938 года, тем больше усилий необходимо прилагать для сохранения памяти о произошедшем. Молебен памяти о невинно казненных, проводимый в Крыму по инициативе местной крымско-татарской молодежи, служит именно этой цели.